сегодня говорили о миграции, мигрантах. И я попробовал подумать на эту тему, ну, с точки зрения каких-то реалий, как бы, российских и каких-то наших перспектив. Надо сказать, что в целом, вот, ну, официально, скажем, так, пропал, да, звук? Нет? Есть звук или нет? Странный. Вот все. Позиция официоза примерно такая, как бы, вот, есть какое-то злорадство относительно того, что происходит в Европе. И я думаю, что это злорадство — это последнее, чем нам стоит заниматься, потому что у нас есть своя довольно интересная перспектива относительно миграции, относительно того, что можно назвать там вторым или каким по счету великим переселением народов. Вообще сама лекция, она заглавлена как «Великое переселение народов». Если помните, оно происходило там, в 4-8 веке нашей эры, было связано с какими-то телодвижениями великих империй. С одной стороны, китайцы разгромили там свое кочевое окружение, которое их все время беспокоило, и это вызвало там цепочку, там, такое домино переселений одних народов, которые сдвигали другие народы, которые сдвигали третьи народы. И дальше, значит, и это докатилось до Римской империи, а Римская империя в это время находилась в эпохе упадка, и там, значит, пошли, значит, движения уже, собственно, в Европе, и действительно это было великое переселение. Сейчас, в общем, на самом деле, если абстрагироваться от там каких-то очень там, изменившихся условий, но это тоже очень похоже. Мы тоже имеем, ну, в какой-то короткой исторической перспективе развал каких-то крупных империй колониальных. Ну, нам кажется, что это давно было, но на самом деле, с точки зрения, там, если взять вот ту эпоху римскую там, и так далее, то там тоже это все там, десятилетиями и столетиями происходило. Значит, совсем недавно еще распалась там Британская империя, Французская, там, да, ну, хотя это уже было фактически за пределами нашей жизни, но это исторически совсем недавно. И все это пришло в движение. И если рассматривать конкретную сейчас ситуацию в Европе, то мы видим кризис институтов тех колониальных держав, которые оставили слабые институты после себя. Ну, допустим, Сирия была французской колонией. И французы, те институты, которые после себя оставляли французы, они традиционно слабее, хуже. Французы скорее оставляли свою культуру, но не свои институты. И вот если проанализировать развитие стран, постколониальное развитие, допустим, так сказать, стран французской колониальной империи и британской колониальной империи, мы видим, что французская культура, которую французы оставили после себя, она потихоньку истончается. И вот это свой культурный слой, франкоговорящий, который управлял этими странами, там, как Марокко, как Сирия, там, как Тунис, он истончается, и все больше, значит, страны эти арабизируются, и все меньше остается вот этого вот хорошего французского. Что касается британских институтов, например, то они, наоборот, постепенно усиливаются. То есть вот парламентская демократия, там, где британцы сумели ее привить, она укрепляется и потихоньку приводит страны в какое-то более приемлемое состояние. Значит, у России, так сказать, своя история, постколониальная история. Опять пропал звук, да? Вот, своя постколониальная история. И то, что мы привыкли называть Средней Азией, это ближайшая очень важная перспектива нашей жизни, потому что это, вероятно, произойдет буквально при нашей жизни. Давайте рассмотрим, что вот мы имеем в южном подбрюшье России. Мы имеем 17-миллионный Казахстан, где примерно около 4 миллионов русских, ну, условно русских, украинцев, вот, и там 13 миллионов мусульман, будем называть, там, да, там, что там не только казахи, там узбеки. Значит, мы имеем, значит, 32-миллионный Узбекистан, где около миллиона русских, остальные в основном все мусульмане.
обратите внимание, это серьезно. Значит, мы имеем 9-миллионный Таджикистан, там буквально почти полностью мусульманское население. Мы имеем 6-миллионную Киргизию и 5-миллионную Туркмению. То есть в сумме там что-то у нас получается, значит, порядка 70 миллионов, вот, из которых около 5 это русские, русскоязычные люди, и остальное это мусульманское население. Разница между тем, что сейчас происходит в Европе, и тем, что мы имеем вот у себя на юге, очень существенна. В первую очередь она в том, что на территории бывшего Советского Союза не существует никаких границ. Это нужно иметь в виду. То есть границы не начерчены на карте, но они не обустроены и фактически абсолютно проницаемы. Значит, это одна история. Значит, Евросоюз отделен от вот этих проблемных стран. Значит, что сейчас, какие страны сейчас дают основную миграцию? Это Сирия, 40%, это Афганистан, который дает очень большую миграцию. Ну, это в меньшей степени Ливия, Ирак, значит, там Египет, это все в меньшей степени. Значит, между Евросоюзом и этими странами большие фильтры, там, то ли в виде Средиземного моря, значит, ну и, значит, пограничных, различных, значит, там, прибрежных пограничных служб. Вот на территории Евразии, то, что там, где мы граничим с странами Средней Азии, ничего этого нету. И это следует понимать. Значит, какие режимы мы имеем в этих странах? Значит, в большинстве своем это жесточайшие тоталитарные режимы, очень сильно, так сказать, ограничивающие и прижимающие собственное население. Но самая худшая ситуация, это, мы знаем, это Туркменистан, но там ситуация облегчается тем, что это богатая нефтегазовая, как это правильно назвать, не знаю, монархия, олигархия, которая использует доходы, ну, для частичного подкупа населения. Ну, что-то вроде того, что происходит в странах Персидского залива. Но режим там гораздо более жесткий, и, в общем, как бы перспективы этого режима тоже, они, так сказать, неизвестны. Но самая проблемная и самая опасная страна, это и по численности населения, и по стабильности режима, значит, это Узбекистан, 32-миллионный, как я говорил. Значит, там управляет престарелый президент, пожизненный, можно сказать, президент Ислам Каримов, у которого на самом деле, так сказать, нету таких прямых наследников, как вот на территории СНГ, значит, случай престолонаследия, значит, пока успешного престолонаследия мы знаем пока один, да, это произошло в Азербайджане, где, значит, удалось, значит, Гейдару Алиеву передать власть своему сыну Ильхаму, ну, с сохранением там относительной стабильности, хотя эта стабильность сейчас под вопросом. Значит, скорее всего, ничего похожего в Узбекистане не произойдет. И, значит, проблема, так сказать, стабильности этого режима, проблема престолонаследия, проблема вообще сохранности этого государства, она может оказаться не столько узбекской проблемой, сколько проблемой российской. Значит, очень проблемным режимом является казахский режим, который тоже как бы во многом такая нефтегазовая страна. Значит, но опять же у пожизненного президента Нурсултана Назарбаева нету таких устоявшихся, так сказать, железобетонных наследников, и страна очень сложная в этническом смысле, там, с большими русскоязычными регионами и без серьезных каких-то исторических корней. Чрезвычайно проблемная страна Таджикистан, но это единственная страна из всех стран СНГ, которая в постсоветское время пережила гражданскую войну, тяжелую гражданскую войну с огромными потерями. Вот. Ну, если не считать Украину, наверное, сейчас Украина еще у нас есть. Значит, ну, то, что можно назвать... Конечно, были локальные какие-то войны в Грузии, какие-то локальные войны в Молдове, но вот такая затяжная, серьезная гражданская война, значит, она была в Таджикистане и вот сейчас, пожалуй, в Украине. Это Киргизия, наиболее
либеральный режим, там нету нефти и газа, и там есть своеобразие некоторых традиций, которые приводят к тому, что там есть некая конкуренция между севером и югом, вот, но тоже это тоже чрезвычайно нестабильный режим. В общем, Средняя Азия — это то место, где может сработать принцип домино. На самом деле падение какого-нибудь узбекского режима может обрушить буквально все остальное. И Россия может столкнуться с потоком беженцев, который будет превосходить то, что мы сейчас имеем в Европе, ну просто в разы. Поэтому и здесь надо понимать, что российские институты, социальные институты, там, демократические институты, они гораздо слабее того, что сегодня имеют европейские страны. Поэтому представить себе, так сказать, миллионы мигрантов в России, это может означать, ну, чудовищную такую демографическую катастрофу. Надо сказать, что Россия, с одной стороны, как бы и виновата в том, что происходило, с другой стороны, она, конечно, во многом смягчала ситуацию в этих странах. Эти страны, главным фактором смягчения вообще вот взрывоопасности ситуации в этих странах была возможность наиболее активной части, наиболее пассионарной части населения работать в России. А эти страны буквально выталкивали, так сказать, сотни тысяч и там, миллионы людей, выталкивали в Россию, и это снижало нагрузку внутри страны. Поэтому вот мы должны хорошо осознавать, что когда мы выступаем против этих гастарбайтеров, мы на самом деле, ну, так сказать, вводим какие-то другие риски. Вот сегодня, так сказать, вот они приехали, эти люди, которые приехали работать, они просто беженцы, да, эти люди с высокой, надо сказать, с высокой трудовой этикой, настроенные на то, чтобы заработать и, в общем, уехать домой, а не остаться здесь. Значит, и это снижает нагрузку, ну, политическую и социальную нагрузку в их странах. Вот, если мы отказываем их в этой работе, то ситуация, этот котел может перегреться буквально в считанные месяцы. Вот, особенно, я говорю, в такой вот нестабильной стране, как Узбекистан. Надо сказать, что я довольно много работал с Узбекистаном. Там жил там иногда месяцами по работе. И представляю себе, что такое, например, что такое является собой, скажем, Ферганская долина. Это место, где плотность населения самая высокая в мире. Там вот Ява и Ферганская долина — это места, так сказать, самой высокой плотности населения. Причем в Ферганской долине сходятся территории 3 государств. Там основная часть Ферганской долины принадлежит Узбекистану, но там есть кусочек у Киргизии и кусочек у Таджикистана. Значит, то есть таким образом мы, принимая гастарбайтеров, мы снижаем нагрузку в этих странах и снижаем риск того, что там произойдет социальный взрыв, который неминуемо приведет, так сказать, к сотням и там, тысячам и миллионам беженцев оттуда в Россию. Значит, это с одной стороны. С другой стороны, Россия неизменно поддерживала тоталитарные режимы этих стран, не пыталась как-то, так сказать, на них оказывать давление, подобное тому, как западные страны оказывают на своих союзников в плане, так сказать, какой-то частичной либерализации, демократизации. Россия, по сути, бросила свое русскоязычное население там. И, значит, там во многих странах там происходили жесточайшие просто эксперименты. Например, в Туркмении были отменены пенсии по старости. И если это для местного населения, которое живет в больших семьях, где стариков никогда не бросают, это, в общем, так сказать, не было критично, то для нескольких сотен, ну сейчас уже порядка 100 тысяч русских, которые живут совершенно другими, ну обычными, так сказать, там вот европейскими семьями, это превратилось просто в катастрофу, то есть они были поставлены на грань выживания. Значит, Россия не пыталась, вот, исходя из каких-то своих геостратегических интересов, из нефтяных интересов, значит, она вот эту вот
этническую, как бы демографическую проблему как бы откладывала на второй план. Вот и сравните, сколько разговоров у нас было о русских в Прибалтике, которые, да, значит, были ущемлены в правах, но с другой стороны их социально-экономическое положение как бы было лучше, чем у людей, чем у россиян. Сколько об этом говорилось и сколько мы об этом, сколько вот это вызывало полемики. И полное молчание о судьбе русскоязычных в Средней Азии. Значит, они были фактически отданы на откуп вот этим жесточайшим тоталитарным режимам. Вот. Там существуют совершенно, так сказать, дикие формы там подавления, там известны, так сказать, ужасные там туркменские подземные тюрьмы, известно, ну, в общем, много, так сказать, таких вот совершенно средневековых вещей, которые, с которым, так сказать, ну, казалось, уже, так сказать, там человечество в последнее время не сталкивается. Вот, то есть, вот, если говорить о перспективах большого переселения, большой миграции, то все время нужно помнить вот об этом анклаве. Туда надо еще добавить, кстати сказать, еще и Афганистан. Значит, Афганистан — это режим, который был дестабилизирован, опять же, Советским Союзом. Значит, в результате там мудрой политики коммунистической партии. И надо понимать, что Афганистан — это, по сути, продолжение Средней Азии, потому что этнически Афганистан, он как бы разделен на две половины. Одна половина — это пуштуны, которые скорее тяготеют там к Пакистану, а вторая половина — это народы, то, что мы называем народы Средней Азии. Это таджики и узбеки. И это люди, которые тоже могут оказаться среди беженцев. То есть это еще дополнительный поток, который, если дестабилизируется Средняя Азия, то эти люди, значит, которые живут в Афганистане, вот именно, так сказать, которые ориентированы на Узбекистан и Таджикистан, они тоже могут оказаться в числе тех, кто побежит в сторону России. Ну, просто по вот какому-то этническому признаку. То есть вот так примерно выглядят некие угрозы. Вот, и некая негативная часть повестки. Вот, значит, но с другой стороны, есть некая позитивная, так сказать, составляющая, отличающая республики Средней Азии там, от того, с чем сталкиваются, например, европейские страны. Как я уже говорил, люди, которые приезжают к нам, во всяком случае, из Средней Азии, абсолютное большинство из них имеет высочайшую трудовую этику. Вот, более высокую, чем на самом деле, так сказать, большая часть жителей России. Это хорошие работники, добросовестные работники. Большинство из них не пьющие работники. Они ориентированы на то, чтобы зарабатывать. Они не чужды российской культуре. Они во многом, особенно киргизы, они вообще просто русскоязычные. Вот. Но и остальные узбеки, вот, они отчасти русскоязычные и отчасти инкорпорированы в нашу какую-то общую культурную среду, то, что, ну, так сказать, бывшую советскую среду. Поэтому, если сравнивать те волны беженцев и миграций, которые обрушиваются на Европу, зачастую абсолютно чуждые европейскому менталитету, европейской культуре, то, значит, России повезло со своим ближайшим окружением, и вот этот вот среднеазиатский вот этот потенциал, он может восприниматься отчасти как некий экономический ресурс. Если в России начнется реиндустриализация, начнется какой-то рост экономики, то и при этом сработают институты, значит, миграционные, институты социальной поддержки, то можно считать, так сказать, что эти риски, они обернутся, так сказать, своей позитивной стороной, а не разрушительной. В общем, как всегда в истории, каждая проблема, она имеет две свои стороны, и прогнозировать с точностью, какой именно, так сказать, позитивный или негативный потенциал сработает, невозможно. Ну, на самом деле срабатывает оба,
Вот, но что будет преобладать, сказать невозможно. По своему опыту я просто, там, живя в Москве, там значительное время, я помню времена, когда, значит, у меня, значит, няня была белоруска, квартиру убирала женщина с Западной Украины, периодически ее меняла, значит, кыргызка. Внизу, значит, был прекрасный магазин, в котором работал замечательный азербайджанец, там самые лучшие фрукты, овощи. Возил меня узбек. И, в общем, так сказать, вот все эти люди были вот, ну, просто замечательные, на самом деле, вот с точки зрения как бы их профессиональных качеств, с точки зрения там, отношения к делу. Вот мой личный опыт вообще вот общения вот с этими людьми, с этими мигрантами, как бы, да, он самый-самый, что есть, позитивный. Поэтому, когда говорят об угрозах, о рисках и так далее, нужно не забывать о том, что большая часть этих людей — это прекрасные люди, вот, с которыми мы легко можем найти общий язык, которые, так сказать, нас прекрасно понимают и которые не так сильно от нас отличаются. Ну, вот, собственно, это то, что я хотел сказать. Пожалуйста, вопросы. Да, пожалуйста. Я говорю, тут есть две вещи. Миграция в стране, когда в стране идет экономическое развитие и подпитывается миграцией, которая состоит из людей с высокой трудовой этикой. Вот понимаете, вот когда ты приезжаешь во Францию, ты видишь толпы людей, которые ничем не заняты на улицах. Да, ничего похожего с мигрантами из Средней Азии не происходит в России. Это люди, которые непрерывно работают там на 3 работах или там на одной работе, но там по 16 часов в сутки. Поэтому это люди, которые, в общем, в большинстве своем проблемы не создают. Это одна сторона. Да? Другая сторона, если мы имеем сжимающуюся экономику, и мы не можем занять этих людей, то, понятно, эти люди превращаются в угрозу. Если мы имеем неконтролируемые вот эти потоки в результате крушения режимов, которые находятся, так сказать, на юге России, то мы можем иметь, так сказать, там двойную угрозу. В той же, так сказать, Ферганской долине позиции исламского государства ничуть не слабее, чем в Сирии или в Ираке. Это нужно понимать. Там совершенно, так сказать, сокрушительная такая исламская пропаганда. Очень много вы говорите, очень мало. Вот смотрите, мы жили в Советском Союзе. Эти товарищи, эти страны были частью Советского Союза. Тогда таких проблем не возникало. Сейчас Союз разорвали, эти страны захотели отделиться. На самом деле этот процесс похож больше на управление страной по принципу разделяя власть. Разорвать большой государственный ряд маленьких, и с каждым управлять гораздо легче. В этих странах они решили жить по-своему, они установили свой режим, они считали, что этот режим для них лучший. Почему мы должны сейчас принимать их низкоквалифицированный труд на наших? Вот мы же видим, таджик строит над нашими дорогами. Какие дороги они делают, какими они делают технологиями это делают. И мы не можем это поощрять, потому что такой низкооплачиваемый труд, они там и трудятся, потому что ни один из мест сотрудников, вернее, ни один человек из местного населения не готов за такие деньги заниматься таким низкоквалифицированным трудом, и тем самым он стимулирует развитие промышленности, энергетики, да, чтобы использовалась техника для строительства. То есть, достаточно хорошая техника, которая делает дороги гораздо лучше, чем эти ребята, пусть и задешево, но некачественно. Если мы закроем границы и не пустим этих ребят, вернее, выдворим их обратно, пусть они до конца поймут ущербность своего строя и скажут: ребята, примите нас обратно в Российскую империю или хотя бы в Советский Союз, потому что империя развивалась российская не путем захвата территории, а путем присоединения и поднимания до своего уровня соседние низкоразвитые страны. Так происходило в Советском Союзе, когда мы понастроили, дали им медицину, науку, образование, подняли до своего уровня, а потом отпустили и сказали: живите отдельно. Значит, вы просто говорите последствия, а надо причины выяснить, причины этих проблем. Вы сейчас говорите, что следствия, которые есть, да, они вроде страшны, но они нормальные, надо их принимать как нормально. Я считаю, что это совсем не так. Я понял, но я ведь начал с того, что у нас
фактически, вы говорите, закрыть. У нас нет этой границы, понимаете? Речь идет о 7,5 тысячах километрах. Вот граница наша с Казахстаном. То есть мы не можем закрыть. Эта граница никак не обустроена. Это миллиардные затраты, которые просто Россия сейчас не может себе позволить. Это одна история. Вторая история, как я тоже сказал, значит, что если мы закроем границу для мигрантов, то там в течение буквально считанных месяцев произойдут такие социальные взрывы, которые сметут любую границу, понимаете, потому что, чтобы мы там не обустраивали. Но с точки зрения, подождите, вот с точки зрения как бы исторической справедливости, если вот вы апеллируете к этому, я бы, знаете, привел вот какой пример. Представьте себе многоквартирный дом. И вот в этом многоквартирном доме, значит, жил какой-то, ну вот, был какой-то сосед, значит, достаточно такой вот решительный, сильный, вот, значит, и он проломил стенку вначале к одному соседу, потом ко второму, и сказал, значит, ну все, значит, теперь мы будем жить в одной большой коммунальной квартире, значит, мы сейчас сделаем одну кухню для всех, один туалет, значит, ну вот будем все хорошо жить. Значит, и, значит, ну вот это произошло, и все жили какое-то время в этой коммунальной квартире. Значит, потом этот же сосед, заметьте, не те, которые, так сказать, которым проломили стенки, а этот же сосед сказал, нет, что-то я устал от вас, значит, все, я сейчас строю стенку обратно, вот, но заметьте, значит, там уже не осталось ни кухни, ни туалета, ни санузла, ничего, значит, то есть взяли, отделили их обратно, значит, примерно вот это вот то, что произошло с нашими среднеазиатскими соседями и с нами. Россия была тем соседом, который сломал эти стенки. Россия пришла к ним. Россия переустроила, так сказать, все вот это пространство, москвоцентричное пространство, организовав все институциональные вещи как бы в своем центре, в Москве. Когда эти страны отделились, они остались без институтов. Когда вы говорите, значит, что мы поднимали медицину, там, образование и так далее, понимаете, это все не работает. Это вот без нормально работающих политических институтов это не работает. Мы их институты, их традиционные, да, плохие, да, дурацкие, да, но их институты мы уничтожили, не создав никаких новых. Вот британцы создали там в Индии как бы институт парламентаризма, он работает. Мы им ничего такого не создали. В результате они моментально скатились, так сказать, к дичайшим, так сказать, ханствам, диктатурам там среднеазиатским таким, самого, так сказать, восточного дикого типа. И, значит, они остались без вот этой вот, без этой политической социальной инфраструктуры. Поэтому, так сказать, надо объективно смотреть на эти вещи. Значит, ну, здрасте. Это сам. Вспомните, как происходило вообще отделение. Вспомните Беловежскую пущу. Тогда не был приглашен ни один среднеазиатский лидер. Это было решено без них. Они в большинстве своем не хотели никакого отделения. Украина хотела, да. Вот, значит, среднеазиатские лидеры никто не хотел. Вот, поэтому это все, это было... Нет, подождите, вот это Ельцин говорил, как бы уже говорил регионам России, а не среднеазиатским республикам. Поэтому это мы о разных вещах говорим. Вот. Значит, поэтому это все, значит... А? Вы сейчас говорите, что мы были заинтересованы в том, чтобы вся страна развалилась просто на глазах. Это был развал страны, понимаете? Сначала империю развалили, потом развалили Советский Союз, который жил хорошо. Да, давайте, это то, что вы говорите, это правда, но это, пожалуйста. Не слышно. Можно ли погромче, либо к микрофону подойти? Честно, история учит нас, как жить дальше. Я не хочу искать виноватых, кто развалил Советский Союз, американский заговор. Это не важно сейчас. По большому счету, проблема мигрантов заключается в данный момент в чем? У меня были знакомые из Финны, Кавказа, из ближнего зарубежья. Люди хорошие, душевные, спорить не могут. Но если посмотреть на нашу ситуацию по цифрам, у нас в стране безработица близко к 10%. 10% населения не имеет работы. Возьмем сферу услуг, те же самые строительство дорог, строительство зданий. У работодателя, допустим, есть собственный бюджет, у него есть два варианта. Закон его требует нанять квалифицированных рабочих, которые будут требовать соответствующих 50-60 тысяч рублей. Для строителя это хорошие деньги, когда получается.
которые все не отжимают. И каждому будет платить 1000 по 2, по 3 в месяц. Но он наймет их в 20 раз больше. Соответственно, один русский человек 20 То есть российские люди не имеют права экономику платить. 20 таджиков пригонят еще 400. И все эти деньги, как я помню, нам рассказывали, с вами служил сам один таджик, он работал сейчас в Москве строителем. Он делал так, он работал в Москве, потом все вот эти деньги он отвозил к себе на родину. Он был там королем, он привезет 10 000, они в своем полуге могут жить 2 месяца. Здесь большой семья, 15 человек. Потому что разница в ценах такая. В Москве квартира стоит 100 рублей, у нас, допустим, 20. То же самое и с экономикой. То есть наши деньги, которые платят работодатели в Москве, то же самое таджику, эти деньги не остаются в России, ВВП от этого падает. Деньги просто вводятся к нам на руки. Соответственно, лично для меня проблема миграции первостепенная. То есть пускай лучше будет добросовестно платить работодательство. Не обязательно русскому. Украинец, какого, неважно, он будет получать законную зарплату. Я, честно говоря, здесь нужен бы комментарий как бы экономиста по этим вопросам. Я не думаю, что это одно и то же рабочее место. Что вот это рабочее место за 50 тысяч и вот это рабочее место там за 10 тысяч, что это одно и то же. Я думаю, что значит, на низкоквалифицированную работу нанимают низкоквалифицированные кадры, там, где платят 50 тысяч, нанимают более квалифицированные кадры. И, значит, и проблема, как обычно проблема, корень проблемы не в мигрантах, а в тех органах власти, которые с ними работают. Значит, если посмотреть, вот сейчас вот ликвидировали это ФМС, да, и, в общем, стали всплывать разные вещи, так сказать, там, которые вот выявляют, почему это произошло. Там в рамках этого ФМС происходила торговля квотами. То есть люди стали миллиардерами, продавая квоты на вот этих вот, на этих мигрантов. Значит, но это не значит, что эта рабочая сила не нужна. Она была нужна, она была востребована, иначе кто бы покупал эти квоты? Значит, ну вы понимаете, что когда люди покупают квоты, это удорожает на самом деле. То есть цена вот этого российского рабочего, да, так сказать, и цена среднеазиатского рабочего, так сказать, плюс цена квоты, они где-то, так сказать, сравниваются. То есть я думаю, так сказать, что просто российских рабочих спроса на эти рабочие места просто недостаточно в стране в силу там разного рода демографических причин. Мы не видим как бы мобильности рабочей силы, межрегиональной мобильности. У нас есть вот в России уникальный народ, там, да, который проявляет вот такую межрегиональную мобильность в смысле рабочей силы. Значит, это чуваши, да? Ну, часто вот вы видели там, не знаю, бригады там мордвы, например, там, да? Или бригады там якутов. Да, ну вот просто, вот, я не знаю, в силу каких-то, так сказать, демографических причин, еще каких-то, их просто нету, да? Это культурных причин. И я думаю, что вот, наверное, так сказать, да, вот эти сегменты, вот эти вот, так сказать, да, они где-то там в 10% пересекаются. Вот, но я не думаю, что это вот создает вот эту массовую проблему. Давайте да, последняя реплика, да. и уже все время вышло. Да. Можно? Да. Так или микрофон? Как лучше? Да. Да, я хочу две вещи немножко упомянуть в связи с тем, что сказано. Ну, первое, это, как всегда, в своем духе. Все, как всегда, до безумия усложнить. Я призываю прислушаться к словам Леонида вот по поводу чего. Мы можем, конечно, и дальше жить в наших городах и делать вид, что ничего не происходит. Но Центральная Азия – это действительно реальная, с колоссальным по протяженности границами с Россией, такое немягкое подбрюшье России с потенциалом 50 миллионов людей в очень конфликтной зоне. Там действительно нестабильные режимы, и там действительно происходит безобразие. И, к сожалению, в рамках глобального мира, либо мы начинаем думать о том, что происходит в соседней стране, прямо в соседней, граница с Казахстаном колоссальная.
а все это хлынет через Казахстан. Либо мы продолжаем жить вот в своем мире и думая, что с ним ничего не произойдет. Так же, кстати, как европейцы продолжают жить, евросоюзовцы в своем мире, думая, что никогда не будет никаких вот сирийских беженцев, мы вот стену построим, мы будем и дальше топить беженцев возле острова Лампедуза, и все будет зашибись. Ответ: ничего зашибись не будет. Ни в Европе, ни здесь. Так вот, по поводу Центральной Азии, я понимаю, что это слишком сложная конструкция, но либо мы, граждане наших стран, и в том числе гражданское общество, займемся Центральной Азией, либо лет через 5-7 она займется нами. Но совсем по-другому. Вот это первый тезис. Второй тезис по поводу беженцев и мигрантов, я могу сказать следующее, что все более-менее нормально при выполнении двух условий. Первое, когда в нашей стране существует верховенство права и нормальная защита прав человека. И тогда нет вопросов всех этих бесконечных злоупотреблений, всего этого дерьма. Почему-то не стоит вопрос, что сирийские беженцы выживают немцев с рабочих мест. Об этом ни один немец не думает. Да, культурные различия, что-то еще. Но, вы знаете, ни один немец не скажет: какой кошмар, эти сирийцы нас выживают с рабочих мест. Ну, такого нет в принципе. Только в страшном бреде очередных Киселевых. Вот это может где-то там в их головах рождаться, но в реальности такого нет совсем. Ни в Германии, ни в других европейских странах. Там есть культурные проблемы, есть действительно проблемы административных правонарушений, многие другие. Но этой проблемы нет точно. Потому что там есть верховенство права и защита прав человека. Это первая проблема. И вторая проблема: там люди бегут из тех стран, где все очень плохо с верховенством права и с правами человека. И вот пока там будет все очень плохо с верховенством права и правами человека, люди будут вечно бежать. Неважно, в так себе хреновенькую Россию, или в великолепную Европу, или там замечательные Соединенные Штаты, это не важно. Они будут бежать, потому что они не смогут жить, нормально защищать себя, своих детей, свое будущее в странах, где нет прав человека, и нет никакого верховенства права, и всеми управляют всемогущие олигархи, которые контролируют 90% всех благ, оставляя всему населению всего 10%. Вот, собственно, все. Спасибо. Последнюю фразу я хочу сказать. Помните, что сделал Джон Сноу на стене? Он пустил одичалых, чтобы они не превратились в упырей, как бы не снесли эту стену, не ворвались. Вот у нас примерно та же самая проблема. Спасибо.